Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak, bunlar bir soydur. В здании Азербайджанского национального драматического театра в Баку состоялся спектакль «Материнское поле», посвященный 95-летию со дня рождения бессмертного писателя тюркского мира Чингиза Айтматова из серии «100 лет Гейдара Алиева», организованный Фондом турецкой культуры и наследия, был подготовлен Бакинским муниципальным театром. Перед спектаклем представители азербайджанской общественности, известные писатели, художники, послы ряда стран в Азербайджане посетили фотовыставку, посвященную Чингизу Айтматову, отражающую встречи и деятельность писателя, а также встречи с Гейдаром Алиевым. Затем перед спектаклем выступил президент Турецкого фонда культуры и наследия Гюнай Эфендиева. Она рассказала о заслугах Чингиза Айтматова перед тюркским миром, его воспоминаниях об Азербайджане, встречах с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым и Ильхамом Алиевым. Затем выступил специальный представитель президента Кыргызстана по особым поручениям Таалатбек Масадыков. Бүгін Кыргызстан менен Азербайжандың ғана емес, бүтіндей түрк дүйнөсүнүн iki görünüktü insanına arnalgan iş çarada sizlerge kaygım ben üçün özgöçe sıymak. 2023 yılın 10. ayında Azerbaycan elinin ulutluk lideri, egemenliği Azerbaycan memleketinin negizleyicisi, görünüktü siyasi cana memleketlik işmer Geydar Aliyev'in tuğulgan gününün 100 yıllığı belgilenedi. Tarih boyu Azerbaycan adamzatta ulu insanlardı tartuladı. Geydar Aliyev alardan biri. Уважаемые дамы и господа, для меня особая привилегия обращаться к вам сегодня на мероприятии, проводимом в честь двух выдающихся личностей не только Кыргызстана и Азербайджана, но и всего тюркского мира. 10 мая 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева. На протяжении всей истории Азербайджан дарил человечеству великих личностей. И Гейдар Алиев по праву является великим сыном великого азербайджанского народа и всего тюркского народа. Как неприступные вершины яснее видны нам издалека, так и величие личности Гейдара Алиева все больше осознается нами с течением времени. Сегодня мы с восхищением смотрим на этого патриарха политического мира, на волевую личность, повлиявшую на ход истории. Гейдар Алиев прожил жизнь полную потрясений, тяжелых испытаний, нескончаемой борьбы. И из всех этих испытаний он вышел победителем. Могу добавить, что вот в те годы, в 90-е, когда я сам лично был студентом в Москве, Гейдар Алиев стал заместителем председателя Совета министров Советского Союза. И никто не знает, если бы Гейдар Алиев стал председателем или руководителем этой страны, какова была бы судьба этой большой и великой страны. Я думаю, она была бы совсем другой. Другой выдающейся личностью, которой посвящено сегодняшнее мероприятие, является великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов. Он широко известен в мире как один из самых выдающихся литературных деятелей тюркского мира. А ценность его вклада в тюркское культурное наследие неизмерима. Работы Айтматова глубоко уходят корнями в традиции и историю кыргызского народа. Его произведения исследуют универсальные темы любви, утраты и человечности, которые находят отклик у читателей по всему миру. Его тонкая способность сочетать традиционную кыргызскую культуру с современными литературными формами принесла ему международное признание. Только представьте, произведения Айтматова переведены на почти 150 языков мира. Сегодня наследие Айтматова продолжает вдохновлять новое поколение писателей и художников.
И его влияние на тюркское культурное наследие, несомненно, сохранится для будущих поколений. Поэтому я хотел бы выразить глубокую благодарность президенту Международного фонда тюркской культуры и наследия, ее превосходительству Юнай Эфендиевой Ханум, за организацию сегодняшнего прекрасного мероприятия и в более широком контексте за внимание, которое она уделяет, и ее фонд под ее предводительством, руководством великим творцам тюркского мира. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность Бакинскому муниципальному театру и народному артисту Азербайджана Марахиму Фарзайбекову, а также всем артистам и всем сопричастным за это прекрасное действие. Ваш труд вечен. Дамы и господа, сегодня нам посчастливилось стать зрителями спектакля по мотивам повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Это пронзительное литературное творение Айтматова, как и все другие, не прочитывается. Это произведение, оно проживается. Это повесть о страшной теме войны и о силе человека. В ней без пафоса, очень просто и честно, без злобы, но с глубочайшей болью повествуется о непреложных истинах, о которых нам крайне важно помнить сегодня и в будущем. Да будет мир. Я поздравляю вас с возможностью соприкоснуться с великим творчеством великого писателя Чингиза Айтматова. Я поздравляю вас и желаю вам приятного просмотра. Благодарю вас за внимание. Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Усмоналиев также выступил и поблагодарил организаторов, особенно руководство Турецкого фонда культуры и наследия. Уважаемые дамы и господа, азиз достлар, очень рад приветствовать вас в этом замечательном Азербайджанском академическом театре драмы. Сегодня на сцене в канун 95-летнего юбилея будет представлен спектакль по повести выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев высоко ценил Чингиза Торикуловича и как писателя, и как выдающуюся интеллигентную личность. Он говорил: Чингиз Айтматов, подаривший замечательные произведения, сокровищницы мировой литературы, является гордостью как Кыргызстана, так и всего тюркского мира. Чингиз Торикулович справедливо отмечал: Гейдар Алиев – один из величайших лидеров 20 века. Он один из сегодняшних творцов новой истории современной демократической Евразии. Хотелось бы особо отметить, что в преддверии столетнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева его политика продолжает свою успешную реализацию. В Азербайджане есть внутренняя стабильность, твердо присутствует единство между народом и властью, крепнет экономика, развивается культура и другие сферы общественной жизни. За 30 лет дипломатических отношений между Кыргызской республикой и Азербайджанской республикой установлены крепкие братские связи. Совсем недавно, в октябре прошлого года, в ходе государственного визита в Кыргызстан президента Ильхама Гейдаровича Алиева были открыты парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана, а также 2 общеобразовательные школы имени Низами Генжеви и Гейдара Алиева. Очень важно, что президенты наших стран подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение стратегического партнерства. Возвращаясь непосредственно к теме нашего сегодняшнего представления, хотел бы отметить, что Чингиз Торикулович не раз бывал в Баку и был другом Азербайджана, всегда его поддерживал. Не случайно именно он является первым обладателем учрежденного в Азербайджане указом президента Ильхама Алиева орденом «Дружба». Уважение к Кыргызстану и его людям унаследовал от отца и его сын, нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это обстоятельство ярко проявилось в чествовании в 2008 году 80-летнего юбилея нашего великого писателя. Юбилей тогда был широко отмечен в Азербайджанской республике. Материал средств массовой информации нам было приятно видеть, как азербайджанский народ вместе с президентом чествовал нашего славного соотечественника, когда он был в Баку с юбилейным творческим визитом. Пьесы по мотивам произведений Чингиза Айтматова давно известны азербайджанскому зрителю. Насколько мне известно, на сценах театров, в данном случае
драматического театра с большим успехом были представлены «Материнское поле», «Прощай, Гульшары», «Мампурт», «Джамиля». Повесть «Материнское поле» была написана в 1963 году. Это не просто история одной женщины, одной семьи, это история многих женщин, семей и народов. Толванай, героиня повествования, разговаривая с полем как с родным человеком, делит своими воспоминаниями, горестями. Вся жизнь ее происходит в поле. С ним связаны минуты любви и счастья. Именно здесь, в тяжелые годы войны, она черпает мужество, душевную стойкость и мудрость. Думаю, после спектакля никто не останется равнодушным. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить президента Международного фонда тюркской культуры и наследия, госпожу Гунаю Финдиеву, Марахим Меалима, режиссера постановки, весь действующий состав артистов, задействованных в спектакле, всех причастных к сегодняшней премьере. Огромная вам благодарность за то, что вы сегодня здесь с нами. Дорогие дамы и господа, желаю всем приятного просмотра. Сейчас мы познакомим вас с некоторыми моментами выступления артистов театра. После выступления зал, переполненный до отказа, встретил непрекращающимися аплодисментами и цветами артистов. O seher şefekleri bizim mehbbetimiz için güneş bizi salamıyor. Tarla kızın rengi mi? Bizim tarlayı yeryüzünde... Hiç vakti olmayacak. Ay da bu sevgiye şahideydi. Ay da ondan da çok güzeldi. O bak! Bu benim sevimli Tolga'yım. Şimdi sen güzelsen yoksa benim Tolga'yım. Yazılar, biz senden güzel sevgiliydik. Allah bize kısmet eyledi. Allah hamın arzusuna yetirsin Aziz. Amin. Ağzımızın bir için oldu. Evimize gelin geldi. Gelin. Kumar için çarattın, tumma seden çolpanın, koy koyuşun kuşlardan, turna seden çolpanın, yaşta olsun bir öptüğünde kurdaş eden çolpanın, bıçağında balıktay, tuyla çeden çolpanın, başkalardan aldıkça sıyla çeden çolpanın. Dayan! Ne oldu sana Ayşe? Sen de bile... Ya niye? Niye muharebe? Her Tolgalar. Muharebe başladı. İyice radyodan elan ettiler. Muharebe. Çok dehşetli. Vahime sözlü. Niye muharebe? Niye? Ben bilirdim. Bilirdim ki onunla harbeye gitmek zamanı gelmeyecek. Ana ben gitmeliyim, bir tələsirəm. Ana, siz de burada çox ləngimin, yaxşı? Atın sizi gözlüğünü evdə. Git. Yok gitme. Gitme. Ben de seninle muharebeye gitmem. Halima. Kızım. Ben seni başa düşürəm. Bu senin yumruğun tatlı şöhreti.
Narahat olma. Nasıl beklendi? Nasıl beklendi? Oku görelim, oku. Ya, buyur. Masabek yazır ki, yoldaşlarıyla birlikte onu da ortaya çağırırlar. Sıvan kulu Masıl Bey! Sıvan kulu, tanımırsınız. Akı benim oğlum Katar'da olmalıydı. Ben ona aklımda olmalıydı. Katar kankayı. Akı benim oğlum olmalıydı. Şurayıların keleği kesin. Kesin. Sonra ne yazır? Beni bağışlayın, çok yaza bilmeyeceğim. Hamınızı öpürəm. De görün, Sıvan kulundan Qasım kimi adamlar. Ben torpağa döndüm. Ben bu torpaq uğrunda həlak oldum. Vətən sizin kimi igidlərini həmişə yad edəcək oğul. Bizim kolxoza sənin adını verdilər. Lakin heç nə, heç bir şöhrət mənim üçün səni əvəz eləyə bilməz. Mənim əziz anam, bu sualı verməyə sənin haqqın var. Axı mən demişdim ki, sən mənlə fəxr edəcəksən. Mənimlə fəxr elə ana. Mən o qələbəni yaşadım. Mən o qələbəyə inandım.
Понравилось? Спасибо. Слушай, я разделилась. Немного помогла. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Спасибо, что пришли. Спасибо, что Весь путь, пройденный Гейдаром Алиевым от младенчества до архитектора современного Азербайджана, кыргызстанцы могут проследить в Государственном историческом музее. Здесь к 100-летию великого политика открыта выставка, на которой представлены фотографии, охватившие различные периоды жизни Гейдара Алиева, когда он был руководителем советского Азербайджана, и те годы, когда он стал президентом независимого Азербайджана. Почему мы выбрали именно вот это эту форму отметить столетие Гейдара Алиева? По той причине, что он очень любил искусство. У него особое было отношение к представителям искусства, творческим людям. Вот здесь у нас в выставке представлена его совместная фотография с великим Рашидом Бехбутовым, с великим Каракараевым, с великим Ростроповичем, великим сыном тюркского мира и Чингиза Айтматова. И поэтому мы сегодня решили именно организовать и такую форму, чтобы вспомнить память Гейдара Алиева. Здесь представлены фотографии, показывающие различные этапы его жизни, как в Советском Азербайджане, как в Советском Союзе, когда он был одним из руководителей Советского Союза, также и годы, когда он руководил независимым Азербайджаном. Вторая часть экспозиции – это картины азербайджанской художницы Наили Гандиловой. Большая часть работ посвящена маленькой, но великой земле, сотканной из моря, гор и ветра, земле, которая всегда была единственной в сердце Гейдара Алиева – Азербайджан. Но немало картин и о Кыргызстане, дружбой с которым Гейдар Алиев дорожил всегда. Теплота вашего народа, она сразу мне дала такой толчок, вот именно толчок к тому, что я ощутила настолько большую любовь и теплоту, что это меня побудило к творчеству. Еще что меня поразило, это ваши розы, потому что только на вашей земле пахнут они так прекрасно, как, не знаю, нигде, можно сказать. И поэтому я нарисовала вот вашу девушку, которая нюхает розы. Это аромат замечательный. Горы, конечно, у вас красивые. То есть все впечатление, которое у меня создано за этот год, я постаралась изобразить на картинах. Гейдар Алиев с особым уважением относился к культуре кыргызского народа, высоко ценил Чингиза Айтматова как писателя всего тюркского мира. Большим уважением относился к памяти великому сыну тюркского народа Чингиза Айтматова. В этом картине мы видим вот выражение его лица, радостное, очень теплую беседу между Гейдаром Алиевичем и Чингизом Айтматовым. Поэтому я хотел бы прежде всего выразить свою благодарность за то, что мы имеем такую возможность отметить, выразить свою благодарность руководству Кыргызстана, президенту господину Джапарову. Я хотел бы выразить свою благодарность Министерству иностранных дел, а также выразить свою благодарность также и парламенту Кыргызстана. Современные аналитики признают, Гейдар Алиев стал не только архитектором независимого Азербайджана, но и изменил геополитику всего Центральноазиатского региона. На серьезные отношения с Кыргызстаном он был нацелен всегда. То сотрудничество, которое мы имеем с Азербайджаном сейчас, было заложено в первые месяцы президентства Гейдара Алиева. Выставка «Краски Азербайджана» будет открыта для показа до 27 апреля 2023 года. Кыргызстанцы смогут ближе узнать деятеля мирового уровня,
уровня, жизнь которого достойный пример для подражания. Екатерина Токамбаева, Нурдан Карыбеков, «Пирамида». В Баку состоялось финальное мероприятие первого международного онлайн-арт-конкурса фестиваля «Чудо Хамсы». Организатором заключительного мероприятия первого международного онлайн-конкурса фестиваля творчества среди школьников тюркоязычных стран выступил Центр развития детей и молодежи. На мероприятии выступили заместитель министра науки и образования Азербайджана Фируддин Гурбанов, посол Турции в Азербайджане Джахид Бахчи, посол Кыргызской республики в Азербайджане Кайрат Усмуналиев, консул Туркменистана в Азербайджане Султан Акилов, третий секретарь посольства Республики Узбекистан в Азербайджане Рамазан Отабек, а также представители Международного фонда турецкой культуры и наследия, представители культуры и искусства и другие гости. Конкурс-фестиваль проводился среди школьников тюркоязычных стран по 5 номинациям в 2 возрастных группах с 11 до 14 и с 15 до 17 лет. В конкурсе фестиваля приняло участие около 2000 школьников из Азербайджана, Турции, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана. 71 победитель был определен в жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства. По результатам конкурса в 2 возрастных группах первое и второе места заняли 22 человека и в третьей группе 68. Поощрительных мест удостоен 21 человек. На финальном мероприятии победители были награждены дипломами и подарками, а призы школьников, участников из тюркоязычных стран были вручены представителями посольств. В завершении были исполнены танцы тюркоязычных народов в исполнении творческих коллективов Центра, а также осмотрена выставка картин победителей конкурса фестиваля. Отмечено, что целью конкурса является ознакомление детей и молодежи с творчеством всемирно известного поэта и мыслителя азербайджанского народа Низами Гянджеви, выявление подающих надежды юных талантов, популяризация нашей национальной культуры и искусства, а также для расширения дружеских и культурных связей между школьниками тюркоязычных стран.
Biye tartsın cengemdi Kara jorgo bileğiz Koy dese da koyboğuz Hoş yürüptü şattığın Dalışınday toyloğuz Eleleri de sыңайға Мындай шатты күн қайда Ойнаңыздар ағайын Билеңіздер мындайда
Thank you.